Это «7 дней плюс» и Светлана Кадырова. Здравствуйте. Итак, почти треть российского рынка офтальмологического инструмента занимает компания из Казани. Их иглодержатели закупает главный российский кардиохирург Лев Бакерия. Вот как в условиях санкционных вызовов сегодня выживает медицинская промышленность, об этом говорим с нашим гостем. Иван Павлович Ершов, заместитель генерального директора по научно-техническому развитию производственно-технического объединения «Медтехника». Здравствуйте. Добрый. Компания на рынке медицинских изделий более 20 лет? Да, чуть-чуть больше. Не один кризис переживали? Да, были. Ну, точно кризисы. не один, да? Да. Но последние 2 года оказались достаточно серьезными, мне кажется, с серьезными вызовами. Вот, в принципе, каким образом последние 2 года жизни и количество санкций сказалось на медицинской промышленности? И, есть ли возможность развиваться, скажем так? Либо вы сейчас пока решаете вопросы, которые возникли, или это не помешало развитию никак? Ну, хорошей тренировкой для нас стал, конечно, локдаун, который был во время коронавируса всемирного. Были сложности с поставками, были сложности с реализацией, были, в принципе, сложности с коммуникациями. Но вот эта первая ступенька, она помогла нам сейчас выжить и развиваться. Причем развиваться 7-мильными шагами. Обороты у нас увеличились вдвое, как и по шовному материалу, так и по изделиям для травматологии, инструментарий. На сегодняшний день, да, действительно, наше предприятие занимает где-то 25% рынка, 30% рынка занимает вся татария в объеме российском. Растем, развиваемся, но сложности есть. Сложности, в первую очередь, с поставкой сырья. То есть у нас сложность с полимером, у нас сложность с высокоточным оборудованием, с лабораторно-исследовательским оборудованием. Да, мы нашли очень много заменителей в России, но по-прежнему не достает. Часть оборудования пока не достает. А какие навыки были в локдаун отработаны, что они вам позволили так удержаться в условиях санкций в момент СВО? Ну, это коммуникации. То есть у нас в России приостановилось производство упаковки, допустим. Упаковки для стерильной продукции. Мы нашли партнеров, в том числе в Китае, в Индии. И какое-то время, там порядка 2 месяцев, мы смогли выжить за счет как раз индийского. Потом проблемы с российскими поставками, они прекратились, и мы начали уже приобретать российское сырье и комплектующие. То есть мы нашли партнеров как раз в тот момент, когда вот был небольшой промежуток времени, когда нужно было срочно. То есть у нас есть люди, у нас есть ответственность, мы должны обеспечить их работой, они стоять не могут. Да, была своя подушка, мы могли выжить, но людям надо работать, чтобы они не теряли свои навыки, чтобы они, когда все это закончится, смогли продолжить в том же темпе. В принципе, чтобы сохранить коллектив и команду, верно, да. которая работает с вами с момента начала. Титановые изделия, импланты, крепеж костей, ниточное производство. Вот я знаю, что это являлось флагманской продукцией, да? Какие инструменты сегодня производимые вами пользуются спросом? И что действительно как изменилась линейка флагманских продуктов там, за последние 2 года, возможно? Мы единственные в России запустили производство рассасывающего шовного материала. Такое производство вот в прошлом году запустили в Китае, пытаются запустить в Индии, в Европе есть и в Штатах. Все. В чем особенность, Иван Павлович? Особенность – это рассасывающаяся нить плетеная. То есть это очень сложная технология производства нити, потому что сырье рассасывающее, биодеградируемое. То есть поддержание на всей технологической цепочке плюс-минус полградуса в температуре – это уже критично для разрушения, для этого сырья. Вот, это первый флагман, то есть мы нарастили производство. Мы сегодня закрываем примерно 5-7% рынка. Российского? Российского, да. Планируем выйти через 3 года до 25%. То есть у нас есть площади, у нас есть желание. Вот, Ну и технологии, я так понимаю. Технологии у нас уникальные, да, технологии уникальные. То есть много кто в России пытался, много кто, в том числе, брали гранты, пытались развить, но все это закончилось на каких-то лабораторных исследованиях. У нас есть реальное производство, мы реально выпустили, мы реально зарегистрировали нашу нить. Еще поговорим о флагманской продукции. Просто сейчас здесь остановимся. Если это уникальные технологии, если никто в России этого не может, и в Китае еще только запускают, кто над этим работает, кто создает, кто разрабатывает, кто проектирует, кто рождает все эти идеи. Я так понимаю, что я представляю уровень квалификации. Да. Где, кого,
Кого хантите, кого приглашаете? Либо это какие-то местные кадры? Что происходит? Это местные кадры. Это вуз КХТИ. То есть у них есть базовые кафедры технологий синтетического каучука, и 90% сотрудников, которые занимались разработкой и внедрением, это были именно студенты этих кафедр. То есть мы брали их, они приходили к нам на практику, им это нравилось, они этим увлекались, и сегодня они у нас наши золотые жилки. То есть фактически вы их свои же кадры выращивали сами, да, со студенческой скамьи, я так поняла? Со студенческой скамьи, но с тем багажом знаний, который они имели, и с тем желанием, которое они имели. А в принципе, сегодня в стране с кадрами дефицит. На ближайшие 14 лет нам его обещают гарантированно, да, нулевая почти безработица, в том числе в Татарстане. Каким образом, а что у вас с кадровым дефицитом? А вам всех хватает? Катастрофически не хватает. То есть как от мастеров 6-го разряда, так и сотрудников клининговых служб. То есть нету завальцовщиц, не хватает инженеров. Очень много кого не хватает. Сегодня мы ищем, хантим, но рынок пустой. Рынок пустой, и мы ждем от вузов. Интересная особенность вуза. В 2000-е годы было модно быть бухгалтером, юристом. Вот. 2005 год, соответственно, все шли учиться на бухгалтера, на юриста, на маркетологов. 2005 год рынок был настолько полон, не хватало других специальностей. То есть, вы понимаете, сейчас айтишники разбираются с руками и ногами. Но что будет через 5 лет? Сейчас студент поступает на IT. То есть 90%, наверное, тех, кто поступает, желающих студентов учиться, они поступают на IT. То есть будет перенасыщен рынок IT. Здесь, наверное, надо как-то подходить со стороны Министерства образования, распределения. Очень не хватает рабочих специальностей. То есть целевое обучение и так далее, популяризация тех же самых профессий. Да. А кадры для медицинской промышленности? Вот вы сейчас сказали, кафедра КХТИ, да? Да. Вот с каучуком связано. А в принципе, я так понимаю, для людей массовых профессий не хватает, а у вас там вообще штучный товар. Да. Если честно, где готовят кадры для медицинской промышленности? У нас развита система наставничества на предприятии. То есть мы готовы принять человека, который близко к области. Ну, условно, инженер, да? Инженер, слесарь, механик. И наставничество помогает им внедриться именно в наше производство. То есть мы проводим экскурс, то есть люди работают не только по своей специальности, они могут пойти на склад, изучить продукцию. То есть цепочка определенного обучения на предприятии сотрудников. Они могут пойти в маркетинг, изучить, как там работает, и потом заниматься уже своим делом. Поэтому наставничество работает, и выращиваем мы сами. То есть кадры для медицинской промышленности выращивают сами Совершенно представители верно. медицинской промышленности. Да. Что дальше еще по флагманской продукции? Что еще из уникального, которое производится только у нас? Вот что может сегодня называться татарстанским брендом в медицинской промышленности? В первую очередь, конечно, это рассадочный материал, которого в России, в принципе, больше нету. Изделия для травматологии. Порядка 20% рынка мы занимаем. И изделия для микрохирургии. Это особо точные изделия для офтальмологии, для кардиососудистой хирургии, которые закупали у нас в Штаты, закупали у нас в Европу, в Германию, в Чехословакию мы возили очень много. Сейчас границы закрылись, и эти инструменты, они только для нас. То есть вот пользуюсь и не хочу. А если так серьезно сократился рынок сбыта? Да, вот, или не сократился? Рынок быта не сократился. Каким образом? Потому что мы возили в Штаты, наши хирурги работали зарубежными изделиями. Теперь мы можем предоставить эти изделия нашего российского производства, но качества европейского и штатного. Хирурги импортозаместились? Хирурги импортозаместились. Нет возможности сейчас покупать зарубежно, потому что цена выросла на них в соответствии с ростом с изменением курса валют. Поэтому они изначально вынуждены были покупать у нас, когда увидели качество, что качество у нас действительно выше европейского в части микрохирургии. Безусловно, то есть в разы дешевле. Та же хирургическая нить порядка в 2-3 раза наша отечественная по цене ниже, чем зарубежная. Однако качество, когда мы конкурировали с зарубежной нитью, когда еще она была в большом
ассортименте на российском рынке, мы стремились к качеству как раз зарубежному, потому что есть ГОСТ, ГОСТа мы достигли сразу, но зарубежное качество, оно выше на 20% ГОСТа. И наши специалисты смогли улучшить качество этого изделия, и сейчас зарубежные аналоги конкурируют только, не могут конкурировать с нами даже по качеству, потому что качество у нас выше, цена у нас ниже. Единственный сейчас наш конкурент по цене – это Китай и Индия, но, соответственно, качество там пока хромает. То есть фактически новые экономические реалии повлияли в этой ситуации вам только во благо, да? Безусловно, нам только во благо. Это подстегнуло нас сделать продукт более высокого качества. То есть мы всегда работали на ГОСТ. Российский ГОСТ – это ГОСТы Советского Союза и еще ранее, при царе Гороховке. Крепкие, да. Вот. А мы вышли на уровень зарубежных ИСО, зарубежных производителей, поэтому сейчас нам конкурировать, можно сказать, уже не с кем, потому что по всем характеристикам мы превосходим аналоги зарубежные. Хорошо, при этом у вас производство достаточно трудоемкое, да? Читал в одном из интервью, что работаете напильниками под микроскопом, микроны ловите. Ведь этими инструментами в глаза людей надо будет лезть, либо в сердце, да? Требования очень высокие. Вот сейчас вы говорите, что с международными стандартами. Вот что из трудоемкого такого? Вот насколько эта фраза все отражает? Либо еще какие-то детали, чтобы люди понимали, в принципе, как изготавливаются те же самые офтальмологические, да, инструменты или все, что для кардиохирургии? Да, действительно, изделия для манипуляции на сердце, сердечно-сосудистых операциях в офтальмологии требуют особой точности. То есть там наши специалисты ловят сотые доли миллиметра, ну так называемые сотки в простонародье, в производстве. Современное оборудование не может добиться таких точностей, даже самое дорогостоящее. Поэтому особо точные операции по-прежнему делают люди. Не роботы? Нету. Монотонные операции мы, конечно, автоматизируем, потому что надо оставить вот именно особо точные операции чтобы люди только этим занимались. А монотонно, которым можно, так называемо, замылить глаз, пусть это делают роботы. Плюс себестоимость, амортизация на производство единицы продукции, если брать робота, она выше, чем себестоимость самого продукта. Самого продукта. Это был человек. Да, нет. То есть, у нас в 2005 году на выставке в Дюссельдорфе, в то время мы уже начинали развивать как раз игольное производство, увидели английскую линию по изготовлению иголок. То есть нам сказали, вот 1 000 000 фунтов стерлингов, линии, сюда вставляется проволока, отсюда выходит игла. В то время для нас были это баснословные деньги. Тем более это всего лишь одно рабочее место. И мы все-таки пошли как раз на ручной труд. Ручной труд, он превыше всего. Надежнее, так получается? Он, безусловно, надежнее, да? Безусловно, надежный, но опять же людей нету. То есть сейчас очень много маркетологов, продавцов, там, работников общепита, а те, которые хотят работать... С напильником под микроскопом? Да, их нету. Мало того, я вам скажу, сейчас те, кто работают напильником под микроскопом, в основном люди уже опытные, в возрасте, молодежь не идет. То есть... Хотя я так понимаю, что уровень зарплат достаточно высокий в медицинской промышленности. Да. Одна из идей была компании по развитию перейти на выпуск одноразовых инструментов. Это было востребовано, да, в мире. Насколько эта мечта реализовалась, либо на полпути к ней, либо уже бьете рекорды? Да, по данным Министерства здравоохранения, ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, 30% пациентов, которые выписываются с больничной койки, получают внутрибольничные инфекции. То есть гепатит, ВИЧ, и так далее. Да. То есть первая причина – это нечистый инструмент, потому что на сегодняшний день стерилизационные в больницах не все обладают радиационной стерилизацией. То есть вот в Казани там одна-две больницы. Да, стерилизация происходит. Да, и этого недостаточно. Соответственно, то, что осталось от предыдущего человека, заболевание, оно переходит новому. 30%. Это сюда не включены страны третьего мира. Это Европа, Россия, Штаты, Япония. Выход какой? Одноразовые инструменты. То есть на одном человеке операцию произвели, выкинули его. На другом человеке
уже 100% стерильный в производственных условиях инструмент. Да, мы запустили это производство. Сегодня активно расширяемся, зарегистрировали, покрыли рынок, также вышли на зарубежные рынки. Российский рынок мы, процентов, наверное, на 30 уже освоили. Новые виды, новые материалы используем сейчас уже. То есть сейчас развиваем. То есть мы запустили и развиваем это направление. А почему так сложно было его запустить? Вы же достаточно долго к этому шли? Это очень мелкие изделия. То есть это также сотые доли миллиметра. Нужно было оборудование, нужны были кадры. В первую очередь кадры нужны были. И разработки. То есть надо было сделать из стального инструмента, который весит полкило, нужно сделать был инструмент, который весит будет 20 грамм. Удалось? Удалось. Разработки научные все здесь? Точно так же? Все, конечно, безусловно. У нас очень большой штат конструкторов, технологов. Сколько их, если не секрет, вам? Я просто сейчас представляю, что, во-первых, все это разработать и внедрить. Штат конструкторов, технологов на нашем предприятии работает всего сотрудников около 350. 350-380 цифр плавающие. Научно-технический штат – это порядка 10-15 человек, которые занимаются вот всем этим. Зато каких, я так сказала. Да. Зато каких, я смотрю. Начиная от разработки изделий, оснастки. Недавно мы вышли на уровень и сами стали разрабатывать, реинжиниринг, проводить оборудование, которое раньше завозили из Испании, из Англии, Великобритании. Хорошо. Еще по поводу перспективных направлений. Вот я знаю про нетравмирующие иглы, да, производится больше 2 миллионов в год, а потребность в России 50 миллионов. Я так понимаю, что в России тоже никто не делает. Вы так на меня смотрите, цифры поменялись, да? Да, цифры поменялись сильно. Как поменялись? В том году мы произвели 6 миллионов. В том году мы произвели 6 миллионов игольных наконечников. В этом году мы уже вышли на планку 10 миллионов. На сегодняшний день мы занимаем примерно 5-7% рынка. А почему в России никто не делает нетравмирующие иглы? Или уже кто-то начал? Делают. Просто у нас уникальная технология, она максимально простая, дешевая. Гораздо проще сегодня завести из Китая иголку, завести из Европы нитку, соединить, упаковать, продать. Еще проще нашли выход. Завозить из Китая готовый продукт, открывать, переупаковать, продать. Это маркетинг, это деньги. То есть у нас руководитель стремится к производству. Есть компании, которым достаточно выручка. Ну, купи-продай, да? Купи-продай, да. Переупакуй и продай. Что такое нетравмирующие иголки? Это когда не больно? Вы представляете обычную иглу, швейную, да? То есть дырка в середине отверстия. Либо когда кровь берут, да. Вот, мы вставляем нитку в нее, натягиваем нитку, у нас получается иголка идет, потом 2 нитки и кончик иголки. Итого у нас получается 3 толщины фактически иглы. В данном случае атравматичная нить называется, атравматичная. Это когда в иголку с торца вставляется нитка. Вставляется, закрепляется, завальцовывается. И получается у нас нитка идет продолжение иголки. И у нас нет утолщения. Поэтому, когда идет прокол, у нас вот есть толщина иголки, и эта же толщина нитки, она весь прокол нитка закрывает. Ну, красиво звучит, не травмирующее, то есть, значит, не больно. Не знаю, я как на потребитель, да, как все это реагирует. Слово сложное, мы тоже порой. Еще из таких интересных, это пластина для иглодержателя, да, я считаю, лучшим в мире. Лучший в мире инструмент, вы считаете точно. Лев Бакерия сам изобретатель, да, при этом врач-кардиохирург покупает это только у вас. Вот как это направление сегодня развивается, либо там уже все потолка достигли, лучший кардиохирург покупает, либо все время дорабатывать и дошлифовывать? Безусловно, мы дорабатываем. Во-первых, меняется материал, меняются требования, изменяется жесткость иглы. Соответственно, эти пластины, они необходимы для того, чтобы удержать иглу от проворачивания. Изменилась жесткость иглы, соответственно, надо изменять жесткость пластины. Юрпах, компания, совместно с которой мы производили в Пензе, разрабатывали и производили эти пластины. Сегодня мы идем дальше.
Сегодня мы за счет ионно-плазменного напыления пытаемся упрочнить рабочую часть без использования этой пластины. Тем самым удешевить, потому что стоимость пластины в стоимость инструмента порядка 30% занимает. Представляете себе цифра? 30%, только одна пластина. То есть там металла там 5-10%, а пластина 30% стоимости. Поэтому мы пошли по новому пути. Это ионно-плазменное напыление твердого сплава на как раз инструмент. Ведутся разработки, пока результата стопроцентного нету, но я думаю, в ближайшие, до конца года мы добьемся. То есть, тем более мы привлекли очень серьезных ученых, которые работают в области ионно-плазменного напыления и, в принципе, плазменной обработки изделий материалов. И вот это наша к концу года идея фикс. Хорошо, при этом все равно, пока мы с вами разговаривали, такое видно вашу миссию, то есть по подготовке кадров, да, болезнь в принципе за отрасль. Мы можем быть лучшими, да, у нас есть для этого, по идее, все. В Татарстане этот год объявили годом научно-технологического развития. Вот вы, как заместитель по научно-техническому развитию медтехники, в принципе, чего сегодня не хватает для того самого технологического суверенитета? Какие проблемы, в принципе, есть? Я даже сейчас не про Татарстан, я, наверное, про, в принципе, российские проблемы. Да? Что есть, что нужно решать? Какие такие болевые точки, что, в принципе, медицинская промышленность получила новый виток развития? Это вопрос философско-политический. Министерство образования, я думаю, рано или поздно придет к тому, что нужно готовить кадры, а не спрашивать с преподавателей. За последние 2 года уровень выпускников существенно улучшился. Улучшился, да. Была сильная просадка, это вот 10 лет назад, получается, 2015-2016 год, и до 2000 года была сильная просадка, то есть просто наисильнейшая. То есть приходили ко мне студенты, выпускники, которые не могли посчитать 10% от 100 рублей. То есть до такого доходило. Сейчас, последние 2 года, мы видим существенный всплеск. Мы ждем квалифицированных специалистов, причем в любых квалификациях, инженеров, и технологов, и химиков, и маркетологи у нас уже есть. Юристы есть, экономисты тоже? Да, поэтому вот рабочие специальности, а выпускников с ПТУ, возможно, это в первую очередь, да. Потому что сегодня у нас работает в основном только взрослое поколение, молодежь не идет. То есть, в принципе, сейчас для развития необходимы именно кадры, которые нужно готовить со школьной скамьи и обеспечивать, в принципе, на будущее выстраивать линейку перспективных, да, направлений, к чему вот все идем. Определить, какое будет перспективное направление в момент окончания. Предвидеть момент окончания выпуска каждого студента. Потому что, опять же, вот я повторюсь, выпустили финансистов, они уже не нужны. Ну и, в принципе, эту ситуацию, конечно, и родителям, и самим абитуриентам посмотреть, да, очень сложно при выборе. Да. При этом вы при таком развитии, при таком лидирующем где-то положении, в том числе на рынке, очень активно пользуетесь грантами. Да, мы очень благодарны. Для чего? Я вам скажу, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации – это один из крупнейших грантов, который мы получили в 2016 году, благодаря которому как раз смогли открыть, внедрить производство ароматического шовного материала рассасывающегося, вот как раз единственного в России. Вложение просто колоссальное, это было сопоставимо с стоимостью нашего всего предприятия, капитализации предприятия. Внедрили. Со стороны Минпромторга был жесткий контроль. То есть еженедельно приезжали, можно сказать, проверяющие, смотрели, как идет внедрение, как расходуются бюджетные средства. Да, мы смогли, мы оправдали их доверие. Мы получали гранты республиканские, тоже нам очень помогли в развитии определенном, но более мелкие направления. Конечно, это флагман, это вот помощь Минпрома России была. При этом вы базируетесь сейчас в Технограде, да? Технополис, Химград. Да. Почему в Химграде? На самом деле, история нашего предприятия началась задолго до 20 лет, как вы сказали. Там, потому что ТАСМе, да? Я так последний, первый документ, который я смог найти, это вот был как раз 20-летней давности, это свидетельство о регистрации. До этого свидетельств не было. То есть нас руководитель арендовал, вот как раз там, где я начинал работу на этом предприятии, арендовал помещение небольшое, по-моему, в районе 6 квадратных метров, купил рулон проволоки,
сделали из него, они с другом вдвоем, 2 учредителя было, сделали спицы, продали. Вот это было начало нашего предприятия. Это прошло порядка 25-30, даже больше 30, наверное, лет уже. То есть, в принципе, в общем, такая малая родина. Это родина, да. Очень удобно, удобно инфраструктура, очень удобно подъездные пути, в принципе, коммуникация удобна. Растет Химград, растем мы, то есть есть возможность, у нас Химград позволяет приобретать дополнительные площади. Сейчас купили новое здание, там будем запускать как раз химическое производство, про которое я вам, кстати, не рассказал. Уже не успеем, Иван Павлович, потому что в завершении такой вопрос. Все-таки вы можете уверенно сказать, что сегодня медицинская промышленность в России лидер, в принципе, в мире по разработкам, инновациям и технологиям? Или когда мы ее достигнем? Когда мы таким станем? Я думаю, что вот уже завтра. То есть золотой век медицинской промышленности мы сегодня наблюдаем. Спасибо большое, Иван Павлович, что пришли в гости. Я думаю, еще встретимся. Успехов дальше в реализации всех ваших идей, разработок и технологий. Спасибо. Всего доброго, до свидания.